Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Международный аэропорт Сухум принял гуманитарный самолет МЧС России. 2798 бюллетеней, почти 3% от общего количества голосов признаны недействительными. Как не испортить бюллетень во время голосования, разъясняет ЦИК Абхазии. Кинопоказы и мастер-классы от известных российских артистов. 26 февраля в Сухуме открылся фестиваль кинематографа «Евразия». 27 февраля отмечается День работников средств массовой информации Республики Абхазии. В этот день, в 1919 году, вышел в печать первый номер газеты на абхазском языке «Апсны». Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба поздравил работников СМИ с профессиональным праздником – Днем работников СМИ Абхазии. В поздравлении, в частности, говорится: День работников СМИ – значимый день в истории Абхазии. Абхазская журналистика имеет свои традиции. К слову, работников пера всегда относились с уважением. В народе ценят ваш труд и служение народу и родине. В самые тяжелые годы для республики работники средств массовой информации доносили миру правду о событиях, происходивших в Абхазии. Многие из вас с оружием в руках защищали свою родину, теряя своих друзей и коллег. И в послевоенные годы, в отсутствие каких-либо условий для работы, вы выполняли свой профессиональный долг перед страной. Сегодня мы по праву гордимся достижениями отечественной журналистики. Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба поздравил работников средств массовой информации с их профессиональным праздником. В поздравлении, в частности, говорится: средства массовой информации – это составная часть современного мира. 27 февраля 1919 года – важная для нас государственная дата – день выхода в свет газеты «Апсны», первой газеты на абхазском языке. Коллектив газеты во главе с ее первым главным редактором Дмитрием Иосифовичем Гуля способствовал созданию условий для расширения границ абхазского языка и реализации в ней идей просвещения, бережного отношения к родной истории, обеспечения граждан своевременной информацией. Сотрудники всех средств массовой информации, объединенные на площадке Союза журналистов Абхазии, сохраняют преданность традициям отечественной журналистики, имеют дополнительную возможность знакомиться с опытом своих предшественников, участвовать в международных медиапроектах, обучаться применению передовых медиатехнологий. К национальным СМИ и культуре мы еще вернемся, а сейчас к другим темам. Международный аэропорт Сухум принял гуманитарный самолет МЧС России, чтобы принять на борт тяжелобольных пациентов из Абхазии, 5 взрослых и 3 детей, а также их сопровождающих. Был запланирован срочный вылет в Москву, но из-за технической неисправности рейс перенесли на 28 февраля. Слово Мариане Котовой. МЧС России прибыл в международный аэропорт Сухум, чтобы забрать пациентов республиканской больницы. 5 взрослых и 3 детей получат высокотехнологичную помощь в Москве. Перед тем, как было принято решение отправить пациентов самолетом МЧС России, в Центре телемедицины при республиканской больнице прошли консультации абхазских врачей с российскими коллегами. Несколько дней назад министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко находился с рабочим визитом в Республике Абхазия, посещал лечебные учреждения, находился в республиканской больнице, осматривал тяжелых пациентов. После того, как был проведен обход, был консилиум, телемедицинские консультации с профильными федеральными центрами по этим вопросам. И было принято решение доставить пациентов в профильные лечебные учреждения Российской Федерации. 3 пациентов едут в НИИ Бурденко, 1 едет в НИИ Вишневского и 1 едет в НИИ Пироговский центр. Как говорит заместитель руководителя Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Глеб Бугаев, этот рейс можно назвать тестовым. Сегодня отрабатывается авиатранспортировка пассажиров в тяжелом состоянии из Сухума в Москву. Вообще ситуация, да, можно назвать ее тестовой. Почему? Потому что все пациенты, по которым сегодня будут улетать в Москву, по ним были проведены первые телемедицинские консультации. В медицине катастроф есть профильные специалисты, которые умеют и знают, как правильно выполнять и работать с пациентами именно на борту, именно в условиях так называемой санитарной авиации. В полете всех пациентов и сопровождающих их будет сопровождать специалист Института Сербского.
для того, чтобы при необходимости оказывать психологическую помощь. Уже в аэропорту в Москве бригадами федеральных центров медицины катастроф все пациенты, которые сегодня будут эвакуированы, они будут доставлены до медицинских организаций. По словам Эдуарда Бурбы, сегодняшняя акция – это новый виток в развитии отечественной медицины. Вот такое сотрудничество между нашими странами, оно выходит на совершенно другой уровень. Я имею в виду нашу медицинскую составляющую, поэтому нам приятно, что вот такое взаимодействие у нас есть, и мы выходим на совершенно другой новый уровень и будем спасать не одну сотню, а может 1000 жизней благодаря такой помощи Российской Федерации. Среди пациентов, готовящихся к отправке в Москву, оказались дети, прошедшие диспансеризацию. Их заболевания родителям уже были известны. Но возможность получить медпомощь в лучших клиниках России – это новый этап в лечении. Лечу в Москву, чтобы вылечить глаз. Он очень маленький. И я была в Турции. Мы проверяли глаз, чтобы его вылечить. Мне прописали очки, чтобы я могла видеть. Николь Джинджоли, подопечная фонда Ашана, также отправится в Москву на операцию. На плановые процедуры семья девочки не смогла ее отправить своими силами. Поэтому возможность попасть в клинику бесплатно – большое подспорье для родителей девочки, учитывая, что на лекарства уходит около 400 тысяч рублей ежемесячно. Мы вообще планировали поехать в декабре, предстоялась операция, но у нас не получилось. А тут, когда такая возможность, для нас это удивительно. Впервые такое, что так вот берут нас на такое лечение, и все как бы за счет государства. Для нас это было удивительно, мы с удовольствием согласились. Тяжело больных пациентов погрузили на борт МЧС прямо из машин скорой помощи. Но самолет не смог взлететь вовремя. По словам наших источников, из-за технических неисправностей. И уже 28 февраля за пациентами республиканской больницы и детьми прилетит другой борт. Марьяна Котова, Тимур Гугохи, Абаза ТВ. Россия абсолютно уверена в том, что 1 мая может быть запущено регулярное авиасообщение с Абхазией, заявил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Поскольку работоспособность всех систем аэропорта была проверена первым тестовым рейсом, теперь у нас есть полное подтверждение, абсолютная уверенность, что с 1 мая начинается регулярное самолетное сообщение в аэропорт города Сухума. Работы в аэропорту не прекращаются, они идут полным ходом. Ну и более того, знаете, то, что взлетно-посадочная полоса уже готова, это уже начинает работать по просьбе абхазских медиков, Минздрава Абхазии, специальный борт МЧС летит, благо полоса готова. Ну и, соответственно, российские медики летят с этим бортом. Завтра сможем забрать и ребятишек, и взрослых пациентов, и быстро оказать им помощь в российских клиниках. О различных аспектах российско-абхазского сотрудничества первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко рассказал в интервью «Спутник Абхазия». Полную версию интервью вы можете увидеть на ресурсах «Спутник». Электропоезд «Ласточка» успешно совершил тестовый рейс в столицу Абхазии Сухум. Поезд выехал из Сочи в 8:50, преодолев маршрут с 12 остановками по пути. С 8 июня 2023 года «Ласточка» курсировала по маршруту Сочи-Гагра. Рейсы «Ласточки» в Абхазию стали возможными благодаря договоренности РУП «Абхазская железная дорога» с ОАО «Российские железные дороги». Время в пути на новой скоростной электричке между Сириусом и Сухумом составит 3 часа 20 минут, сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. В среду он провел совещание с представителями РЖД, на котором были согласованы последние вопросы, связанные с запуском регулярного скоростного электропоезда между российским Сириусом и абхазским Сухумом. С Имеретинской долины пойдет отдельная самостоятельная электричка до Сухума. Важно, что у нее совсем другая скорость, то есть она будет доходить за 3:20. Вот сейчас российские железные дороги дают оценку, что 3:20 будет занимать от Имеретинской долины до Сухума. Ходить она будет более удобно для, в первую очередь, я бы сказал, наверное, местных жителей.
и Сочи, и Меретинской долины, и Абхазии. Что выходить она будет рано утром, и возвращаться обратным ходом будет ближе к вечеру. То есть это дает возможность людям не, как сегодня, на «Ласточке» приехать на несколько часов, что для экскурсии, наверное, неплохо, ну а для местных жителей, для работы это, конечно, совсем неудобно. Ну и цена у нее получается, вот это такая отдельная задача, которая стояла перед российскими железными дорогами. Спасибо коллегам, они нашли возможность цену сделать более чем в 3 раза дешевле. То есть цена вот такой электрички от Имеретинской долины до Сухума будет стоить всего 380 рублей. То есть это больше, чем в 3 раза снижение от стоимости билета «Ласточки». Ну, вот мы только что завершили совещание, как раз посвященное согласованию всех последних необходимых решений для того, чтобы завтра первый тестовый рейс электрички и Меретинка-Сухум смог состояться. Все решения приняты, поэтому завтра стартует первый тестовый рейс, ну а с 1 мая пойдет регулярное движение электрички. И наши абхазские коллеги попросили нас о том, чтобы право выбора этого названия было у Абхазии. И мы вместе с руководством российских железных дорог с этим согласились. Поэтому, видимо, в Абхазии теперь предстоит общественности принять решение. Мне просто кажется, честно будет, если это не решение какого-то начальника или руководителя, а будет мнение жителей. Завтра в первый этот тестовую поездку один из вагонов электрички отдан этим молодым художникам из Абхазии и России, которые на протяжении этих 3 часов 20 минут должны предложить свои проекты, идеи о том, как это будет выглядеть. Российские железные дороги обещают, что вот тот проект, который победит и который будет одобрен, собственно, именно так и будет выглядеть эта новая электричка, а художников, чьи эскизы победят, АО-РШД пригласит на завод, когда будет проходить покраска электрички. У них будет возможность, ну, во-первых, убедиться, что все так, как они нарисовали, ну и, что называется, поучаствовать, нажать кнопку «Пуск» для окраски. В честь 80-й годовщины Великой Победы дипломаты посольства России в Абхазии от имени президента Российской Федерации Владимира Путина вручили проживающим в республике ветеранам Вадинской, Дорофеевой, Мулаглы и Христианову юбилейные медали 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Кандидат в президенты Адгур Арденбей и кандидат в вице-президенты Алхаз Джинджал 26 февраля провели встречу с представителями армянской общины. На ней присутствовали представители общественности, ветераны и молодежь. Все они выразили свою поддержку кандидатам. Вот в такое непонятное время, оно действительно непонятное, люди, которые себя проявили, это все пройдет, я вас уверяю, все пройдет. Выборы мы обязательно выиграем, с Россией мы будем дружить, но тех людей, которые вот сейчас, в этот момент себя так проявили, мы, абхазский народ, никогда не забываем и не забудем. Спасибо вам большое. Центр избиркома о теледебатах ЦИК Республики Абхазия утвердил формат эфирного времени, предоставляемого кандидатам в президенты на государственном телевидении. Кандидатам в президенты предоставляются 2,5 часа эфирного времени на ГТРК 27 февраля. Начало эфира в 21:00. В первом туре президентских выборов 15 февраля недействительными признаны 2798 бюллетеней. Это почти 3% от общего количества голосов. Наша редакция обратилась в ЦИК, чтобы еще раз напомнить гражданам Абхазии, как правильно голосовать, чтобы бюллетень был действительным и учитывался при подсчете голосов. Репортаж Элеонора Гилаян. По словам членов Центра избиркома, самые частые ошибки, допускаемые при заполнении бюллетеня, делаются несознательно и говорят о том, что человек просто не разобрался, как голосовать, хотя на самом бюллетене, образец которого для нас распечатали в ЦИКе, указаны правила. Наверху, перед данными о кандидатах в президенты и графой против всех указан. То есть вот здесь вот есть непосредственно порядок заполнения бюллетеня, как это делается и на абхазском, и на русском языке.
Затем хочется сказать отдельно по вопросу непосредственно самого заполнения. Полем для голосования в соответствии с законом нашим у нас написано: поставьте отметку в поле для голосования справа от фамилии кандидата, за которого вы голосуете. То есть полем для голосования являются 1, 2, 3 так называемых квадрата, в которые нужно поставить отметку. Отметка может быть разной, но она должна стоять только в одном квадрате. Другие квадраты должны быть пустыми. В бюллетене второго тура будет только 3 квадрата. Чтобы проголосовать, нужно поставить любую отметку внутри квадрата напротив выбранного кандидата или графы против всех. Чаще всего недействительными признавались бюллетени со следующими ошибками. Значит, они ставят вот так и вот так. Вот такие бывают, то есть, ошибки. Соответственно, это говорит о том, что избиратель, мы понимаем, что, возможно, хотел проголосовать за кандидата, например, второго. Но, однако, учитывая, что он поставил еще и отметки в этих полях, это считается недействительным бюллетенем. Затем, значит, есть графы, когда избиратели, значит, делают вот так. То есть, они вычеркивают кандидата 1, вычеркивают кандидата 2, и здесь ставят галочку. Вот данный бюллетень тоже является недействительным. Почему? Потому что они, опять же, зашли в эти поля. И еще раз хочу отметить, 3 поля для голосования. 1 заполнен, другие пустые. Действительным считается бюллетень, где внутри одного квадрата стоит любая отметка избирателя. Это может быть галочка, это может быть крестик, это может быть, значит, там, не знаю, просто одна, не галочка, а вот, например, там черточка, вот такая может быть, просто стоять. Но это отметка. Поэтому просим избирателей, в первую очередь, при проставлении отметок ознакомиться с порядком заполнения, если у вас возникли вопросы. Второй тур президентских выборов или, согласно закону, повторное голосование пройдет 1 марта в субботу. Голосовать внутри Абхазии можно только по месту прописки. Граждане без прописки должны получить удостоверение в Центр избиркоме. Сделать это можно до 1 марта включительно. Элеонора Гилаян, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. 26 февраля в Сухуми открылся двухдневный фестиваль кинематографа «Евразия». В рамках мероприятия проходят кинопоказы и мастер-классы от известных российских артистов. Подробности расскажет наш корреспондент Алиса Адлиба. В столичном музее боевой славы открылся кинофорум «Евразия», созданный одноименной некоммерческой организацией. Такие мероприятия прежде всего нацелены на продвижение традиционных ценностей, подчеркивает руководитель Департамента межкультурных проектов и международных программ Вячеслав Матвейчук. Какая основная цель нашего кинофорума? Это в первую очередь познакомить жителей страны, республики с тем, что какое сегодня снимается современное кино, насколько мы сегодня ценим и пропагандируем традиционные ценности стран, и сквозь призму кинематографа доносим это зрителям. Из 300 участников было отобрано 10 победителей в номинации лучшего документального, полнометражного и короткометражного кино. Самым популярным жанром среди присланных работ оказался семейный. Самый популярный жанр, как оказалось, в рамках нашего кинофестиваля, это не боевик, это не хоррор, это не комедии, а это именно семейное кино. Это кино, которое сегодня показывает культуру и быт народов, которое воспитывает традиционные ценности и дают сегодня возможность задуматься о самом важном, о любви к родине, о родных и близких, и о том, как важно сегодня нам чувствовать и любить родную культуру той или иной страны. В первый день фестиваля состоялся показ фильмов-победителей в своих номинациях. «Рай под ногами матерей» кыргызского режиссера Руслана Акуна рассказывает о 35-летнем мужчине по имени Адил, который остановился в развитии на уровне 8-летнего ребенка. Его мать относится к сыну трепетно и говорит, что Всевышний любит Адила, и он обязательно попадет в рай. Ни одной сумки нету. У нас нет сумки, нет сумки. Кадича, а у тебя есть сумка? Да, сумки-то и у меня нету.
На второй день кинофорума прошли мастер-классы с участием российских актеров и режиссеров, таких как Марина Яковлева, Катя Семенова, Сергей Барашков и Максим Колосов. Они поделились своими навыками с молодежью. С этим проектом. Давно на него подписаны в ВК, в Телеграме, много слышали о нем. Всегда моя мечта детства стать продюсером, режиссером. Вот. Друг посоветовал, сказал то, что сегодня у нас проходит эта организация как бы в Сухуми, да. И вот так вот я сюда попал, получается. Кинофестиваль Евразии уже был проведен в Москве и Сочи, а также в столице Кыргызстана. Организаторы рассказали, что открытие кинофорума планируется в Ереване и в Минске. Алиса Адлиба, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. Герой известного фильма «Анна и король» скоро заговорят на абхазском языке. Кинорежиссер, народный артист Абхазии Вячеслав Облоти, занимающийся дубляжом, в интервью «Абсны пресс» отметил, что выбор романтической истории тайского монарха и английской вдовы был не случайным. Его во многом определяли особенности нашего языка и культуры, но главным критерием были художественные достоинства картины. Всегда стараюсь такие содержательные фильмы брать, чтобы язык хорошо ложился на этот фильм. Вот. Я всегда выбираю фильм в основном, где в диалогах есть драматургия. Сам фильм хороший может быть, но если когда ты яркий фильм делаешь, бывает, что язык пропадает. Ты уже на это не обращаешь внимания, обращаешь только на действие. А здесь, вот то, что я сейчас выбрал фильм, это хорошие диалоги на таком европейском уровне. Они говорят, вот, и потому мне приходится на абхазский все это перестраивать и переводить, и синхронизировать текст, чтобы точно в артикуляцию попадало. И каждое предложение, каждое слово я по часу, по два сижу, потому что, чтобы смысл не терять, переставляю слово. Вот. Сейчас я дублирую двухчасовой американский фильм, старый, это классика, «Анна и король». Вот. «Анна и король», вот сейчас я уже иду по тексту, уже скоро заканчиваю. Вот скоро, на днях я закончу его. Участники международного форума «Эхо Евразии Кинофест», который накануне открылся в Сухуми, рассказали о впечатлениях от мероприятия и Абхазии в пресс-центре «Спутник». Довелось и сниматься и на Казахфильме, и в Беларуси, и на Украине много снималось, и в других республиках. И вот я помню эти фестивали, которые... Я тоже ездила по этим многим фестивалям, и со многими подружилась, и многих знаю актеров. И вот как раз приехали все, многие на этот вот наш первый фестиваль. Это было такое счастье и такая радость, как вот вроде вернулись в семью, как встреча старых друзей. Это здорово. А сейчас рамки расширяются, и я так рада, что мы здесь, в Абхазии, и с нашими друзьями. Это большая радость. И я снималась здесь, в Абхазии, еще хочу сюда приезжать. Не только отдыхать, но и вот работать. Фестиваль – это дело большое, нужное, замечательное, теплое, познавательное. И так как я участник фестивального движения уже очень-очень много лет, для меня это семья, для меня это радость всегда, встречи, общение, работы. И я бы хотела пожелать, чтобы вот здесь, в Абхазии, в частности в Сухуми, люди поняли, что на фестивале надо ходить. Поначалу ни у кого не получается. Но я думаю, что потихонечку и залы будут полные, и артисты со зрителями будут друг другу рады. Рады тоже видеть Наура, сегодня он представит свою картину. Картина получила огромное количество наград, в том числе и, естественно, на Евразии, на международном фестивале. Это говорит о том, что у абхазских кинематографистов есть потенциал. Поэтому Дауда Даурыч надо поддерживать своих обязательно. Мы заинтересованы в том, чтобы в каждой стране, которая принимает участие в фестивале, в евразийском пространстве,
создавались свои киноячейки, в слове плохом в этом ничего нет, и тогда это даст возможность выявить талантливых людей, которые нужно поддержать. В общем-то, это наше будущее. Союз журналистов Абхазии подвел итоги конкурса, посвященного 150-летию со дня рождения Дмитрия Гулия «Абрисо Псара». Конкурс проводился в 2024 году совместно с Госкомиссией по празднованию юбилея патриарха абхазской литературы. В номинации «Телевидение» первая премия присуждена телепроекту «Сыхара Сепсадгел», автор Инна Хаджимба, ГТРК. Вторая премия телепроекту «Наш Дермит», автор Лианы Эбжноу и Виола Кокоскир, Абаза ТВ. О том, кто еще удостоен премии, решением жюри расскажет Фаина Матуа в рубрике «Амшахтыз». Репортаж смотрите в нашем вечернем эфире. Накануне в Абхазском культурном центре в турецком городе Сакарье отметили День памяти абхазского исследователя, писателя и поэта Умара Бейгу, историка, кавказоведа, фольклориста, поэта, публициста, одного из духовных лидеров и ярчайших представителей абхазской диаспоры в Турции. Am yaşadırna hazuklar, haguğraz havot, haykhot, uyamşala, am yaşadırna haklarop, apsivajlar. Vigi zipsetovzagi dhagamzar akidirui. Zipsetovzagi kakakardirui. Вали ударил сиси здоровым, они едерва сиси здоровым, сарье здоровым, воеву здоровым, зикака кадровый. Вали ударил на саравасу зазрова, его хвала нука шакасу, сарье здоровала воронуку, ас хаймаданы, хола хаймаданы, хайсава, хайзнукар, амяша, хакуна гаот, амяша га, хана хайкуна ркот, хагугра мекана, исполнять, я хадук. Я из-за жук, мачо из-за вот что я смотрю, бацари, хана, хагугвайт, хагугра помчаква, хазлачо, уяло. В нашем эфире смотрите проект из архива Абаза ТВ, посвященный памяти Умара Бейгу. В понедельник, 3 марта, у православных верующих начинается Великий пост, наиболее строгий, длительный из всех постов в церкви. В этом году он закончится 19 апреля, накануне Светлого Воскресения Христова. Традиция поста имеет древнюю историю. Она уходит к началу первого тысячелетия новой эры и связана с евангельским преданием о 40 днях, проведенных Спасителем в пустыне. В это время верующие с особой тщательностью следуют ряду бытовых и нравственных правил, в том числе воздержание от употребления продуктов животного происхождения, мяса, молока и яиц, чтобы в таком духовном совершенстве приблизиться ко дню светлого праздника Воскресения Христова. Это такой очистительный период, когда мы все с трепетом постимся, молимся и ожидаем вот того главного события для всего рода человеческого, это воскресенье. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, ищущего гробех живот даровал. Вот символ веры заканчивается такими словами: чаю воскресения мертвых и жизнь будущего века. Значит, мы ожидаем воскресения всех мертвых. И Христос, истинный Бог наш, после своего воскресения, Он куда спускается? Спускается в ад, и всех там связанных, всех освободил. И вот на протяжении 2025 годами мы должны как-то участвовать, чтобы не быть связанным с грехом, а быть связанным с Богом, с Его благочестием и чистотой. Вот это Великий пост, который необходим всему, от малого до великого, всему. Конечно, исключение может быть только когда там какие-то больные, и то по благословению церкви, ну, кому-то можно молоко, кому-то так. Ну, все остальное живое, оно запрещается. Почему? Чтобы мы могли сосредоточить себя, свое телесное такое невоздержание, именно воздержанием.
Единство народа нашего абхазского и живущих в стране абхазской во многом определяется моральным состоянием самих людей. Нравственная личность не будет использовать для достижения своих целей методы ожесточенного противостояния, провоцировать и разжигать конфликты, будет удерживать от вражды с ближними. Отечество наше абхазское сегодня нуждается в единстве и спокойствии. Об этом говорится в обращении главы Абхазской православной церкви отца Виссариона к народу Абхазии. 14-й фестиваль оркестров абхазских народных инструментов проходит в Государственной филармонии имени Раждена Гунба. В этом году в нем принимают участие 10 коллективов, из них 9 абхазские. Фестиваль объединяет как взрослые профессиональные коллективы, так и детские ансамбли, которые впервые выходят на большую сцену. Репортаж с репетиции фестиваля Надежды Боровиковой. Фестиваль оркестров абхазских народных инструментов в этом году проходит уже в 14-й раз. Его основатель, руководитель Центра народного творчества имени Ивана Кортуа Нури Кварча, вспоминает, что 14 лет назад было сложно найти не то что коллектив, а даже отдельно взятого человека, владеющего тем или иным абхазским народным инструментом. Сегодня в Абхазии таких коллективов 14. 9 из них принимают участие в фестивале в этом году. Сегодня выходят, например, 4 коллектива, которые впервые выходят. Это детские коллективы. Вачимчира радует в последнее время. 2 коллектива они представляют. Один коллектив в интернете организован, второй дом молодежи в этом. И руководит Шинели Марьяна. Еще радует тот факт, что в селах начали появляться коллективы. Вот, например, из Отхара и села Джирхуа коллективы к нам приехали, тоже новые. Цвейба Диана с ними занимается. Диана Цвейба сегодня волнуется вдвойне. Выступают оба ее детских коллектива. Вокально-инструментальный ансамбль Аяйра из села Джирхуа и юношеский оркестр из Отхары. Сарай хакучку сама на сайт Джирхуат и Хартам обжарат в школах. Не яичкау, а гупа Аяйра хцуп. Ари раб хакунак зимхара хакукулыште пшибахашуксад зотушта. Ахучка инструмент арфера дара ясхазу. Убря мштех сарай и тарах дача школка джгисоко. Убря школ яхцуп от харапи обжарат демирджи пеехтизхо от харапи обжарат в школах анге. Уи раб хадзак ноб сента обря школ ачазыка зара ханалага. Дар суякшин юкуп спартал шот. Ахучка зигахазара адрпши оперативы юкуп яхараб хакуна абра яхахаккалот. Вместе с новичками на сцену Государственной филармонии поднимаются уже известные и заслуженные исполнители народной музыки, такие как республиканский вокально-инструментальный ансамбль «Гунда» или оркестр Абхерца из Гагарского района. Также в фестивале принимают участие коллективы из России. К нам гости ежегодно приезжают извне, в частности, из города Сочи, поселка Лазарь, шапсукский коллектив. К нам приезжали из Адыгеи, Кабардино-Балкарии. В этом году мы их ждали, но погодные вот эти катаклизмы, которые они наблюдали по телевизору, не позволило им решиться. А самые стойкие приехали в Шапсуги с нами. Фестиваль оркестров абхазских народных инструментов посвящен памяти известного фольклориста, основателя ансамбля долгожителей Нарта Ивана Кортуа. В этом году исполняется 115 лет со дня его рождения. Надежда Боровикова, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 28 февраля в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление высокое, ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью -3 +2, днем +3 +8. Температура морской воды +8, волнение морской воды умеренное, относительная влажность воздуха 60–90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.